Коми продолжается Кубок мира мастеров. Сегодня с участниками соревнований на стадионе имени Раисы Сметаниной пообщался Вячеслав Гайзер. Очередной день Кубка мастеров в обзоре Максима Васильева. Порядком отдохнувшие за вчерашний день спортсмены, а кто-то изучал Республику Коми и историю города Сыктывкара здесь, а кто-то ездил на Олимпиаду в Большелук, ринулись в новый бой. Сегодня на Кубке мира мастеров день эстафет мужских и женских. 2 5-километровых отрезка классикой, 2 коньком. Мужская российская команда уходит лидером прямо со старта, наращивая преимущество с каждым этапом. В итоге вполне предсказуемое первое место и заслуженные овации зрителей. Победитель одного из этапов Александр Абрамов называет подготовку трассы идеальной и признается, команда победила заслуженно. Лидеры все в строю. Очень много спортсменов готовилось в России к этим соревнованиям. Очень много всего приехало, очень высокая конкуренция за место в команде. Что кто в команду попал, они выдержали эту конкуренцию, и они показывают очень высокие результаты. Так что у нас и классические этапы, и коньковые, было все это лидеры групп своих, и достойно выступили, соответственно, в эстафете. Удивительно мобильные итальянцы, наряду с финнами и шведами, главные конкуренты нашей команды. Секрет на поверхности. По словам Андреа Буоначино, в команде из Апеннин, в том числе и профессиональные гонщики. Впрочем, есть в успехе итальянцев и заслуга организаторов. Живут они в Ибице, да, конечно, далеко, но вообще питание, все хорошо, размещение, их встретили очень хорошо, они очень довольны этим местом. У них все хорошо со здоровьем, они бегают хорошо, потому что их кормят очень замечательно. Большое спасибо организаторам, хорошая очень трасса, легко бежать, единственное, то, что ветер только было сложно, а остальное все замечательно. За борьбой спортсменов на дистанции внимательно наблюдает Вячеслав Гайзер. У главы республики это дебют на Кубке мира мастеров в качестве болельщика. Он не скрывает, нынешний турнир – этакий трамплин перед заявкой на проведение профессиональных Кубков мира. Дальнейшая будет задача стоять, конечно, активно предлагать возможности сыктывкарского комплекса и вообще Сыктывкара, для проведения соревнований мирового уровня именно в лыжных гонках, когда полностью решим по всем стандартам вопросы с биатлоном, то, соответственно, и по биатлону. Поэтому, самая главная задача именно в этом и заключается, потому что только так можно популяризацию этих видов спорта поставить на совсем другой уровень. Говорят, увидев уровень организации и подготовки Сыктывкарского Кубка мира мастеров, финны не на шутку испугались. Считают, что соответствовать нынешнему уровню на следующем Кубке, а он пройдет именно в Финляндии, для них будет очень непросто. А официальный представитель довольно экзотичной для лыжных гонок Австралии, Уоррен Фикс, считает, что Сыктывкар готов принимать соревнования топ-класса уже сейчас. Организация на высшем уровне, трассы замечательные, и невозможно найти место лучше для проведения этого соревнования. Специально для болельщиков агентство по физической культуре и спорту проводит конкурс. В социальной сети ВКонтакте любой желающий может выложить свое фото с Кубка мира мастеров с хэштегом решетка КММ 2015 и рассчитывать на специальные призы от организаторов. Максим Васильев, Олег Юшков, телеканал Юрган, стадион имени Раисы Сметаниной.